Всем привет, друзья! Пока малыш растет, здоровье мамы очень важно. Сегодня поговорим о том, почему во время беременности зубы женщины очень уязвимы. Сегодня в гостях на передаче «Здоровый разговор» врач-стоматолог Шахноза Зафаровна. Здравствуйте! Здравствуйте! Так долго ждала общения с вами, потому что зубы – это такая больная тема для женщин, которые рожали, у которых есть детки. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы в этой сфере? В этой сфере я уже более 10 лет, уже, можно сказать, 11 лет я уже работаю врачом, стоматологом, ортодонтом. Работу я свою люблю. Я еще в 9 классе поняла, что я буду стоматологом, потому что мой папа, когда мы однажды шли куда-то, он мне сказал: «Доча, знаешь, что в семье всегда должен быть один врач, так что это позиция переходит тебе. Выбирай, каким врачом ты хочешь стать». И тогда у меня был выбор: либо гинеколог, либо стоматолог. А на тот момент вы не ощутили некую такую тяжесть на плечах, что вот вы ответственны за то, что вы должны стать врачом? Я, знаете, как-то это нормально восприняла, думала, ну, раз на меня возложили такую ответственность, то я должна это взять. И решила стать стоматологом. Скажите, пожалуйста, почему в первую очередь во время беременности страдают наши зубы? Ну, вы знаете, беременность как таковая – это не болезнь. Беременность – это просто процесс, который создает условия для того, чтобы возникали проблемы какие-то для состояния зубов. Во-первых, изменяется гормональный фон женщины. За счет этого, за счет роста каких-то гормонов или снижения происходят вот эти изменения в зубах, в полости рта, воспаляется десна, образовываются камни, очень быстротечно развивается кариес. Вообще, правда ли, что во время беременности зубы разрушаются быстрее, чем обычно? Ну вот опять же, я же говорю, это все неправда. Беременность не может сама по себе разрушать зубы. Зубы разрушаются вследствие создавания вот этих условий. Это вот снижение иммунитета, это, например, во время токсикоза женщина много принимает, например, либо не принимает ни пищу какую-то, либо принимает слишком много чего-то не вредного, например, либо частые вот рвоты, они тоже влияют на общее состояние полости рта. То есть состав слюны меняется, за счет этого тоже возможно вот это все. А вообще какие меры профилактики кариеса наиболее эффективны в период беременности? Наиболее эффективно, естественно, до планирования начать лечить свои зубы, то есть подготовиться к этапу беременности, к вот вынашиванию ребенка. Необходимо вылечить все зубы, которые нужно лечить. Но если возникают проблемы во время беременности, то, естественно, их нужно решать, лечить. Меры профилактики – это чистка зубов, естественно, ежедневная, 2 раза в день, это обязательно, перед сном и после завтрака. Вот. Использование паст, которые содержат фторы, использование зубной нити, использование ирригатора. Это все в комплексе дает профилактику для поддержания здоровья зубов. Я задам вопрос на основе своего опыта. У меня погодки. Получается, первую беременность, конечно же, мы не планируем. Но вот во вторую беременность я прям планировала, все четко понимала, что вот, если вдруг что, я должна за своими зубами как бы ухаживать, знать, что у меня там все нормально, все в порядке. Все вылечила, все как нужно, но все равно зубы пострадали. Я же говорю, вот когда меняется гормональный фон женщины, за счет этого снижается местный иммунитет, то есть иммунитет полости рта. Например, растет гормон прогестерон, снижается гормон эстроген. Это все влияет на структуры, вот особенно на костную структуру. Особенно на, например, нужно особое внимание уделять питанию, получать необходимые минералы, необходимые витамины и, естественно, следить за всем этим, да. Не избежать того, что, например, вообще, если ты там до планирования все вылечила, никогда не факт, что у тебя не появится кариес, он может появиться. Сейчас очень много способов это делать. Есть анестезия, которая не содержит адреналин, который можно колоть беременным, так что это нельзя откладывать. Вы сами сказали уже о том, что я хотела спросить. Вот именно есть мнение, что во время беременности вообще нельзя заниматься лечением зубов. Нет, это же миф. Это миф, конечно. Да. Лечить зубы можно и нужно. Особенно благоприятным временем для лечения зубов является второй триместр. В первом
триместре особенно у женщин чаще развивается токсикоз, Да. и женщины сами по себе вот не могут там рот долго открывать, либо вода, либо все это. Естественной профилактикой в первом триместре, я могу сказать, это полоскать хотя бы рот водой после рвоты, либо еще что-то. А во втором триместре можно делать все что угодно, все, что нужно. В третьем триместре тоже немножко осторожно нужно к этому подходить, но если есть острая необходимость, то, конечно, нужно делать. И даже то, что вырывать зуб во время беременности, это тоже миф. Можно, если есть острая необходимость, если есть воспалительный процесс, то, естественно, что ты будешь терпеть боль? Нет. Так что, пожалуйста, смотрите нашу передачу, уважаемые друзья, и узнавайте достоверные факты, правильно? Да. Как влияет нехватка кальция на здоровье зубов и стоит ли принимать добавки? То, что у нас тоже говорится в народе, что кальций вымывается из организма, это неправда. Кальций никак не может вымываться из организма из-за беременности. Кальций, он, да, снижается, но это нужно смотреть по анализам. Нужно сдавать анализы, смотреть, в каком состоянии наш кальций. Сам по себе кальций не усваивается. То есть кальций, если вам назначили кальций, то необходимо его принимать обязательно с витамином D3. Очень много кальция содержится в кунжуте. То есть вот необходимо, вот если вы что-то выпекаем, например, очень много пироги надо как можно больше добавлять туда кунжута. И есть очень много кунжута. Ну, естественно, там молочные продукты, морепродукты. Если добавки, конкретно говорить про добавки, это нужно обязательно консультация с врачом. И только после этого принимать какие-то добавки. Можно ли передать бактерии, вообще именно сам этот кариес, ребенку во время беременности? Можно. Если у женщины, у мамы есть кариес, и она облизывает ложку, либо соску и дает это ребенку, то, конечно, она это передаст. А во время беременности, я думаю, что если женщина будет лечить его вовремя, то никакого вреда ребенку это не будет. Но важно помнить, что вот это облизывание соски и ложки, это вообще нельзя. Да, конечно. И передавать это потом ребенку, это очень неправильно. Часто ли к вам приходят беременные пациентки? Часто бывают, да, приходят. А с какими именно симптомами? Чаще всего они приходят уже с запущенными зубами, потому что они терпят. Но этого делать нельзя, потому что, вот как вы говорите, есть миф, что нельзя делать ничего во время беременности, и наши женщины в основном терпят эту боль до рождения. Но это делать ни в коем случае нельзя, нужно обязательно все лечить. Особенно, вот я же говорю, во втором триместре можно делать все, что угодно, но если есть необходимость, и в первом, и в третьем триместре все сделаем. То есть это все исправимо. А что такое гингивит беременных? Гингивит беременности – это частая проблема, которая возникает у беременных. Это воспалительный процесс в деснах. То есть это кровоточивость десен, это воспалительный процесс именно на сосочках зубов. Это очень часто происходит. Это, я же говорю, это за счет уровня изменения гормонального фона женщины происходит гингивит беременных. То есть все в целом, если это зубы во время беременности, то это связано с гормональным фоном. Отчасти да. А вообще до беременности, до планирования беременности можно наладить гормональный фон так, чтобы в дальнейшем не было каких-либо проблем именно с кариесом, со здоровьем зубов? Никогда не знаешь, как твой организм отреагирует на беременность. У каждого человека это все индивидуально. Гормональный фон мы сами никак проконтролировать не сможем. Он поменяется по-любому во время беременности. Гормоны будут как что-то расти, что-то снижаться, и каждый гормон имеет свое назначение, и все будет по-любому меняться. А что противопоказано делать во время беременности? Во время беременности абсолютно противопоказан рентген, облучение всякого рода, противопоказано делать отбеливание зубов, и противопоказано делать имплантацию. Вот эти процедуры нельзя делать во время беременности. Сами по себе эти процедуры настолько серьезные, что именно во время беременности вообще практически? Да, почему? Потому что во время имплантации мы должны несколько раз делать рентген, мы должны смотреть, как мы поставили имплант, состояние кости смотреть. Это облучение, поэтому нельзя. А брекеты можно, значит? Брекеты, но, знаете, брекеты — это такая процедура, ее нужно планировать лечение, а планирование лечения мы не можем сделать без рентгена, без каких-либо вот этих снимков. Поэтому
Если ты забеременела с брекетами, то без проблем. Нормально можно доносить, долечиться. Но если ты планируешь брекеты и ты забеременела, то нет. 3 ваших топ-совета для будущих мам. Первый мой совет – это вовремя лечить зубы. То есть не затягивать с этим, вовремя приходить на профилактические осмотры к стоматологу и вовремя лечить свои зубы. Второе – это правильный уход. Чистить правильно зубы, использование всех дополнительных средств, это вот флоссы, ирригаторы и все остальное. И третье – это питание. Наладить свое питание, не использовать в рационе быстродействующие углеводы, газировки. Все это противопоказано, поэтому правильно питаться. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, в наше нынешнее время, насколько наши мамочки готовы соблюдать все ваши, вот допустим, да, топ-3 ваших совета, и как часто вообще пользуются ими на вашей практике? Я думаю, что можно сказать 50 на 50. Очень много женщин сейчас, которые правильно, планированно подходят к беременности. Они все это делают, они следят за зубами, каждые полгода приходят на чистки, все это соблюдают. Есть женщины, которые боятся, чаще всего боятся похода к стоматологу, поэтому... Спасибо вам большое, дорогая Шахноза, за наш короткий, но информативный диалог. Я была очень рада, что вы посетили нашу передачу. Я думаю, что это не первая и не последняя наша встреча. Спасибо вам, я была рада участвовать с вами на нашем проекте. Думаю, что я была полезна вам и всем остальным. Улыбка мамы – первое, что видит малыш, поэтому пусть она будет здоровой. До новых встреч!